Чем я дополнила книгу? Здесь не только татарские мифы. Для того, чтобы вы поняли, что миф это не в воздухе, только какая-то история, сказка, которая объясняет происхождение мира, взаимоотношения, культ воды, как бы культ земли. Я дополнила пословицами, чтобы вы видели, как миф существует в устной речи. То есть ведь есть образованная часть населения, есть необразованная часть населения, но в речи они это используют. Помимо прочего, из детской во фольклора я вытащила загадки, где все-таки остались мифологические существа. И Самбет первый детский фольклор издал в 1941 году. И должен был Сталинскую премию, кстати, получить за издание, собрание загадок и фольклора. Отсюда загадки аудио в ручном режиме и тоже сюда воткнул, для того, чтобы читатель, да, мог смотреть, как этот миф эволюционирует в мире. Потому что это живая речь.